Нет ни одной жалобы родителей, которым было бы запрещено изучать родной язык, изучать или проводить дополнительное образование на родном языке. Мы такую жалобу еще ни одну не получали. Жалоб нет. Такое заявление прозвучало от начальника управления по надзору и контролю в сфере образования Республики Крым Валентины Бойко в ходе заседания Совета крымско-татарского народа при главе республики. Такая позиция вызвала возмущение среди родительского актива 23 школы. Они утверждают, в данном образовательном учреждении родной язык по сей день изучается факультативно или проходит последними уроками. Сын Искандера Муратова тоже изучает язык в сложных условиях. Отредактируйте, чтобы она была действительно как уроком, а не просто проведение каких-то, как тайных встреч каких-то. Да. Но мне, как родителю, неприятно, что мой сын проводит занятия в какой-то подсобке. Валентина Бойко заявила, что для разрешения таких проблем нужны письменные обращения. Они не поступают из-за незнания родителями своих прав. Члены Совета, в свою очередь, обратили внимание представителей Министерства образования на существующую проблему. А также отметили, что право на изучение крымско-татарского языка необходимо не отстаивать, а реализовывать в рамках правового поля. Область родные языки – это обязательная область. И не реализовывать ее образовательная организация не может. Одной из ключевых тем обсуждения на круглом столе стал вопрос отсутствия методических пособий и специалистов по точным наукам на родном языке. Это фундаментальные дисциплины, поэтому я считаю, что здесь очень важно пойти от источников. Прежде всего, это создание базы, филологической базы, то есть создание словарей и так далее. Так, терминов, терминологии – это серьезные дисциплины очень. Что, собственно говоря, мы сделали. Во время круглого стола было представлено немало наработок и предложений. Работа в этом направлении будет продолжаться. Очень важно, что сегодня Министерство образования открыто сказало обществу, что оно готово выполнять наши пожелания, что готово предоставить условия, возможность организовать процесс. И что очень важно, что Министерство образования ждет рекомендации от Совета крымских татар при главе Республики Крым. По итогам встречи представители Минобразования зафиксировали все нарушения. Также было обозначено, в изучении родного языка не должно быть никаких ограничений, в том числе по количеству учащихся. Изучение родного языка – это право, которое предоставляется всем желающим. А для того, чтобы реализовывать право, родителям нужно писать обращение и принимать активное участие в реализации своего права. В рамках Совета крымско-татарского народа при главе республики действует родительский комитет детей дошкольного и школьного возраста. За соблюдением прав по изучению родного языка члены Совета будут активно следить. Наджия Исаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.